Ассаламу алейкум, добрый вечер, с вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити. Всех рад приветствовать. Так, извиняюсь за то, что не было прошлого стрима, был в разъездах, был у своего брата в гостях. И вам советую ездить почаще к своим братьям и дорогим людям, почаще в гости. Они будут за вами хорошо, как, например, за мной, хорошо ухаживать. Так, приступим. Так, давайте с наших традиционных приветствий. Сегодня 20 июля 2020 года, 20.07.2020, как говорится. И давайте здороваться. Так, начнем с Аслана Лорса. Аслан, ассаламу алейкум, нохчучува алейкум салам. Аслан, машуогиль. Владимир Рабинович, приветствую. Салам алейкум всем, говорит, шаломчик. Чеченский след Рязанский са. Ассаламу алейкум, вечери. Здравствуйте всем честным людям. Ва алейкум ассалам, чеченский след. Так, Адам грузинский. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Руслана буду. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ченго на месте. Ва алейкум салам. Ченго. Звук, картинка 10, говорит, территория Марта. Уже вечная проблема непрофессионального ведущего. Потому что я и ведущий, и пишу, и свет, и монтаж, и все остальное. Поэтому, а для меня это все дремучий лес. Так, у Владимира Рабиновича тоже 10-10. Ну, все отлично. В коем веке. У Чечен Ньюс вообще мощно. 20-20. Так, у Александра. Так. Шмель к нам в гости залетел. Ассаламу алейкум всем. Алейкум салам, Шмель. Салам алейкум. Приветствую всех наших друзей. Машуоль, Заира, Машуоль. И все остальные, говорит Заира. Так. Я начну, да, приветствие мы уже закончили, можно сказать. Я бы хотел бы сразу перейти к одной нашей постоянной рубрике. Взрывы домов в 99 году. И я не буду вас много утруждать. Опять, мои постоянные зрители знают, что мы постоянно этим занимаемся. И я бы хотел бы попросить, например, чеченский след. Если бы ты, вот последние наши эфиры, да, и где я говорю, где мы обсуждаем взрывы домов в 99 году. И если бы ты их отрезал бы и выкладывал бы у себя на канал, отдельно сделал бы плейлист. Это, последние, наверное, сколько-то. У меня в плейлисте они находятся, именно эти наши стримы. И плейлист называется «Взрывы домов в 99 году». Ты мог бы оттуда взять и обрезать. Я просто физически не успеваю. Если не успеешь, ничего, никаких проблем. Если сможешь, было бы хорошо. Вот если бы ты их отдельно нарезал бы и выложил бы у себя на канале, на любом другом канале, я бы у тебя их забрал бы и еще давал бы ссылку на это. Потому что это самое болезненное для них. Тем более с твоим ником, с твоим названием канала «Чеченский след Рязанский сахар». Это было бы очень актуально. Да? И вот аккумулировать всю информацию про эти взрывы, все наше видение, все наше мнение по этому поводу на твоем канале, вот на Чеченский след Рязанский сахар. Это было бы супер хорошо. Так что, если что, дай знать. Принял, отлично. Рейс хуйль, Чеченский след Рязанский сахар. Так, Дебора, салам, маршал, маршал, Дебора, леди, маршал, маршал, леди, маршал. Аслан, скажите, пожалуйста, следите ли вы за событиями в Хабаровске? Руслана буду. Нет, Руслан, я не слежу как таковым за этими событиями, но я вам у себя недавно выложил короткое видео в сообществе, ссылку на канал Бориса Стамахина. Кстати говоря, подписывайтесь на канал Бориса Стамахина, если вы хотите знать правду без приукрас, если вы хотите знать реальное положение вещей, и это не сегодняшний какой-то там новоявленный блогер, да, это человек, который отсидел 12 лет за правду как бы
в борьбе за правду для чеченцев. Это тоже правда, хотя она правда не может быть отдельно для чеченцев и отдельно для русских или других. Правда, она есть правда, и Борис Тамахин пострадал за эту правду. И, конечно же, он нас поддерживал все эти годы. Во время своего заключения, конечно, он перенес очень тяжкие, трудные испытания. 12 лет в лагерях, в русском концлагере, это, я вам скажу, это очень серьезно. Это немалый срок, очень немалый. После 10 лет практически процессы бывают необратимы у тех, кто там отсидел хотя бы уже более 10 лет. И первое время, когда я брал интервью у Бориса Тамахина, мне даже показалось, что он немного сдался. Теперь я вижу опять в его глазах искру и вижу, что человек верен своим идеям. Подписывайтесь на канал Бориса Тамахина, ссылку я оставлю в описании. И в сообществе также имеется ссылка на его видео, где вы сможете подписаться на его канал. Теперь же давайте перейдем, пока я не буду зачитывать ваши комментарии. Всех приветствую, всем алейкум салам, спасибо. И отвечая на вопрос Руслана Абудова, он там очень хорошо говорит, Борис Тамахин, очень хорошо поясняет, что это все ерунда, полная фигня этот их хабаровский маш. Знаете, у меня в Фейсбуке есть одно перепощенное сообщение, где там указывается за барина, за фургала. Ну вот и все. Вот все, что нужно знать об этом русском голодном, о русском бунте беспощадном, жестоком и бессмысленном и беспощадном. Они ничего не делают по этому поводу, поэтому никакого смысла от этого бунта нет. Путин вор, это сказать, это вообще ничего не сказать. Вы что, смеетесь, что ли? В России воры все. Вообще все. Ну, 2% может быть не воры. 2% это с большим преувеличением, наверное, и те, кому не удалось украсть. Хотя порядочные, надеюсь, люди тоже есть. Но такая система, даже порядочный и дает взятку, и берет взятку, и так далее. Хотя уже он не может быть порядочным. Но такая система, и она строилась сотни лет. Путин не только вор, да, конечно же, он вор, он крупный мега-вор, мега-коррупционер. Путин террорист, убийца, массовый убийца, убийца своих граждан, убийца женщин и детей, лжец, мерзавец и подонок. Вот этот лозунг мы будем поддерживать, а остальные лозунги это не лозунги. Так, давайте перейдем к нашей постоянной теме взрывы дома в 99 году, и мы потом дальше уже сможем обсуждать другие темы и буду отвечать на ваши вопросы. Так, сейчас одну минутку, я найду это видео. Вот оно, это видео. Так, здесь, ну, у меня есть еще заготовки, я сегодня просто не буду всем вас загружать вот этой информацией, вы и так ее видите. Покажу просто новости, которые 14 сентября 1999 года вышли с Татьяной Митковой. Я отрывок их показывал вам. Но меня заинтересовала одна личность. Это Николай Куликов, начальник Главного управления внутренних дел Москвы. Забегая вперед, скажу, через несколько недель Николай Куликов был снят со своей должности. Ну, давайте все по порядку. Давайте включим новости, посмотрим новости, погрузимся в эту обстановку того времени. И после этого уже мы сможем, уже как бы вернемся к обсуждаемой теме. Так, приятного просмотра. Она произошла рано утром, когда... Итак, еще раз напоминаю. НТВ Татьяны Митковой, 14 сентября 1999 года.
Напоминаю, это третий взрыв дома после Буйнакска и одного взрыва в Москве. И вот в этот день, 14 сентября, должен был быть день траура, да, объявлен уже день траура. И в этот же день произошел новый взрыв. Тоже обратите внимание, еще есть на российском, на первом канале ОРТ такой есть канал, я его вам тоже сейчас постараюсь показать, потому что тоже очень важно. Вся ссылка идет на детей. Во-первых, ну, конечно же, это нормально, да, когда журналист освещает именно вот такую картинку. Но когда освещают, показывают убитых детей, конечно же, это звери, это не люди, кто такое творит. Но когда совершается вот такое преступление, еще преступник не обнаружен, не идентифицирован, да, как мне иногда тут предъявляют, что я не соблюдаю принцип презумпции невиновности по отношению там, к России, к Путину или к ФСБ, то вот вам наглядный пример, как весь народ объявляется террористом и уже готовятся начать войну. Хотя уже все, в принципе, готово. Общественное мнение народа, населения России подготавливается вот такими фотографиями детей. Конечно, это ужасно, но убивал вот этих детей Путин, Патрушев, Шойгу, Ельцин и так далее, и так далее. Вы всех их увидите в кадре. Обязательно, я вам это все буду показывать. Спасатель. Так, одну минутку. Сейчас мы все исправим. Напишите, есть ли звук. Напишите, есть ли звук. Сейчас я вам включу заново.
Скажите, есть ли звук? Звук барахлит. Но видео не слышно. Нет, звук нет. Так, меня вы слышите. Видео не слышно. Было слышно? Нет, звука нет. Видео. У тебя есть? Нет, нет, нет. Звука нет. Да, нет. Осанка. Кабель, походу, морозит. Так, звука нет. Тебя слышу. Меня, да, видео не твой звук слышно, а видео барахлит. Так, сейчас одну минутку. Мы сейчас все исправим. Давайте так. Склад, и он то же самое арендовал. Слышно? Журналисты просят оказать помощь, распространить информацию о тех, кого считают устроителями террористического акта. Просьба сейчас ко всем предпринимателям, ко всем гражданам, которые что-либо знают об этом человеке, который под фамилией, под документами Лайпанова Мухтара Назировича снимал в аренду помещение. Просьба. Все, давайте сейчас звук тогда вернулся. Нормальный звук, да? Есть, если отлично. Все отлично. И меня слышно, и звук слышно, правильно? От телевизора. Все отлично. Это надо будет все равно, я, наверное, это потом видео обрежу, конечно, где тут нет звука, чтобы опять вас не вводить на несколько минут в заблуждение. Короче говоря, давайте еще раз. Ну, здесь ничего конкретного нет, кроме вот выступления Шойгу я бы хотел бы вам здесь показать. И то, что делается акцент на детей. Вот. Я вам покажу Шойгу, который был министром МЧС и занимался сокрытием преступления, сокрытием следов преступления. Правоохранительные органы, министр МВД Рушайло занимался полностью контролем этого преступления. Он был обязан на собрании, совещании вот этих силовиков, когда были задержаны двое ФСБшников в Рязани, сказать, конечно, об этом. Но, конечно же, все силовые структуры и все сотрудники, да, офицеры российские, русские не были посвящены в план Путина и Патрушева, Ельцина и других террористов по взрыву своих же граждан. Это вообще уникальный случай, это исторически уникальный случай, который же мы, конечно же, будем в обязательном порядке доносить до общественности. Так вот, Шойгу занимался зачисткой завалов, сокрытием следов преступления. Смотрите, что говорит на месте преступления Шойгу. Шойгу не уволен. Всех, кого вы увидите в кадре, которые не уволены, которые остались при своей должности и выросли в своем должностном, карьерной своей лестнице, и которые выросли, и эти люди являются соучастниками. Потому что только слепой идиот этого не видит, а по должностному по своим обязательствам эти люди обязаны были предпринять какие-то шаги. И я вот расскажу вам сегодня, какие шаги принял, например, Николай Куликов, такой был, начальник ГУВД. Давайте послушаем Шойгу. Подавал признаки жизни. По чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу одним из первых прибыл на место трагедии. Надеемся, что вот в правой части здания, потому что она села сверху, наибольшая вероятность найти все-таки живых, и пока именно там находим живых. Пока находим, и собаки показывают, и обнаруживаем. Надеемся сейчас вот где-то тут в самое ближайшее время поднять двоих. Увы, этим надеждам не суждено было оправдаться. С каждым часом спасатели обнаруживали все новые безжизненные тела и останки погибших. Прибывший одним из первых на место взрыва пожарный рассказал нам о страшной картине, которую он увидел. Взрыв был ориентировочно в 5 утра, где-то 10, максимум 10 минут 6-го мы были здесь. Стояла пыль от взрыва, вот, все было в темноте. Первая подъехала 24-я рота, она здесь располагается рядом на Каширском шоссе, к скорой помощи. Да, перемотаем немножко. Вот все, что было на первый момент. Вокруг развалин гнетущая атмосфера. Туда, где под обломками спасатели искали людей, пытались прорваться родственники и знакомые, тех, кто жил в этом доме. Потерявшие надежду люди не знали, что делать.
Мэра Москвы Юрия Лужкова до сих пор не видели в таком угнетенном состоянии. Никаких слов для прессы. Спасатели целиком поглощены адской работой. Работает специальная техника, краны, но в основном обломки разбираются вручную. Вокруг представители спецслужб и МВД. Уже не выдвигается никаких версий, все убеждены, что знают, чьих это рук дело. Вот, смотрите, вот теперь третий взрыв все уже знают, и представитель ФСБ, вот этот Зданович, рассказывает, что почерк одинаковый предыдущих двух взрывов. Это Буйнакск, то есть Дагестан, связывается это с Басаевым. И Москва, и вот второй взрыв в Москве. Все, теперь уже окончательно все знают, что это сделали чеченские террористы, а никакие не путинские соколы. Почерк один и тот же, что в печатниках, что здесь. Схема применяется преступниками следующая, как сейчас мы уже установили. Если русские, россияне, русские, в том числе и дагестанцы, и другие люди, которые считают себя россиянами, вот этого человека не посадят в тюрьму, просто всем русским и всем россиянам грош цена, ну всех остальных тоже. Но вот этот мерзавец, и мы лично, чеченцы, имеем к нему личные счеты, мы будем делать все, чтобы этот преступник сел в тюрьму. Это первое лицо, которое начало озвучивать, что весь чеченский народ виноват, что Басаев виноват, что мы террористы и нас надо всех убить. Вот этот начал первым. Но он не один, конечно. Там просто должен быть процесс наравне с Нюрнбергским трибуналом. Это должен быть очень большой процесс. Там будет очень много лиц сидеть. Некоторые уже, конечно, умерли, но есть еще и в живых много мерзавцев. Это нанимается помещение, складское либо пустующее помещение, арендуется на какое-то время, закладывается в него взрывное устройство, взрывчатка закладывается и происходит взрыв. То же самое было и здесь. По той информации, которую мы сейчас имеем, в этом доме был склад или магазин старой мебели, при нем склад, и он то же самое арендовался. Журналистов просят оказать помощь, распространить информацию о тех, кого считают устроителями террористического акта. Просьба сейчас ко всем предпринимателям, ко всем гражданам, которые что-либо знают. Вот запомните вот этого человека. Его зовут Николай Васильевич Куликов. Это начальник Главного управления внутренних дел города Москвы. Этот человек через несколько недель будет снят со своей должности. Но мы не услышали расследования, конечно, от Николая Куликова. Он судился за свою должность, пытался восстановиться, но восстановиться ему не удалось, хотя было решение в его пользу. Ну, давайте послушаем, что говорит Колян Куликов. Об этом человеке, который под фамилией, под документами Лайпанова Мухита Назировича снимал в аренду помещение. Просьба. Вот этот человек, по словам главного управления внутренних дел Москвы, это ГУВД Москвы, самый, можно сказать, главный человек на земле города Москвы, выдает информацию про Лайпанова. Вот у него есть такая фотография, и этого Лайпанова никто никогда больше не увидит и не поймает. Именно вот этого человека на фотографии. Но вот начальник ГУВД, не знаю, для чего он это делает, но вот он уже сразу выдает такую информацию. Позже я связываю это только с тем, что он отказался идти на поводу у тех, кто взрывал эти дома, и он был снят со своей должности. Все остальные, вплоть до Жириновского, который там услышал, как Селезнев, председатель Государственной Думы, сказал, что взрыв в Волгодонске, хотя взрыв произошел вот именно об этом доме, который сейчас мы обсуждаем, второй дом в Москве, уже Жириновский объявит в этот же день или на второй день, в этот день, как раз сегодня, 14 сентября 1999 года, Жириновский скажет на заседании Государственной Думы, скажет председателю Государственной Думы Селезневу, что вы 3 дня назад сказали, что взрыв будет в Волгодонске, а взрыв произошел только через 3 дня, он скажет. Сегодня взрыв произошел, все, я перепутал. Сегодня произошел взрыв в Москве,
И Селезнев объявил, взрыв произошел в Волгодонске. И через 3 дня только произойдет взрыв в Волгодонске. И Жириновский через 3 дня, не сегодня 14-го, а через 3 дня Жириновский скажет, что вы говорили, что взрыв произошел в Волгодонске, но произошел он только через 3 дня. И только лишь за это Жириновский, за то, что молчал, получил должность зампредседателя Государственной Думы и пробыл до 12-го, по-моему, или 11-го года там на этой должности. Куликов же, вот этот Николай Куликов, отказался получать какую-то должность, проявил какую-то строптивость, но не хватило духа продолжить это дело и довести начатое до конца. Хотя Николай Куликов несет прямую ответственность за расследование этого дела. За эти, в его городе, в его ведении было взорвано 2 дома и погибло несколько сот человек. Там в Москве погибло больше, по-моему, часть людей. Более 100 человек погибло в этих взрывах этих 2 домов. Но где русский офицер и честь и доблесть, они ходят в разных местах. Русский офицер и честь и доблесть это как планета Меркурий и какой-нибудь Марс. Вот так далеко они друг от друга. Срочно сообщить в органы внутренних дел, ближайшие органы внутренних дел или по телефону 02. Представители силовых структур не отрицают, что могут быть новые террористические акты. И тут происходит неожиданное. Примерно в 10:30 появляется информация о том, что соседние дома заминированы. Начинается паника. Как выяснилось, в подвале одного из близлежащих домов обнаружены ящики, в которых, как предполагали, находилась взрывчатка. К счастью, эта информация не подтвердилась. В ящиках нашли бутылки с растворителем. Но место трагедии все равно было оцеплено в радиусе 300 метров. Если вы понимаете, что происходит, нагнетается обстановка, и народ, который рядом находится, да, чтобы не было каких-либо стихийных митингов, чтобы не началось разбирательство, потому что люди тоже ж думают. Они же понимают, что нет смысла чеченцам взрывать людей, да, в Москве. Они не взрывали за 2 года войны, они не взрывали 3 года вот этих русских провокаций на территории нашей Чеченской Республики Ичкерия. Никогда мы не взрывали. И даже какие-то взрывы, которые нам приписывались, то есть имеется в виду чеченской стороне, там теракты какие-нибудь, чаще всего задерживались или какие-то левые непонятные люди, или объявлялись какие-то непонятные левые люди, или же это были прям на месте, погиб один раз там один из банды Лазовского, ФСБшной банды, когда подкладывал взрывчатку на электропоезд, на железнодорожные пути, электрички. Ну и так далее, что все прекрасно понимают, многие, по крайней мере, понимают из офицеров, из других людей, что все-таки не чеченцы, нам невыгодно это было. Мы не взрывали русских, мы никогда этого не делали ни до, ни после. Мы не имеем никакого желания убивать кого-либо. Мы хотим просто жить без русских. Это наше законное право. Никогда мы не захотим жить с русскими. Никогда в своей жизни. Все, это навсегда. Но это не значит, что мы вас убиваем и взрываем, дорогие россиянцы. Вновь приезжает мэр Москвы. И вот делается такая провокация, нагнетается, чтобы людей разогнать. Сегодня делает жесткие заявления. А теперь внимание, вот этот мерзавец недавно, буквально полгода назад, отдал концы в загнивающей Европе, на западе Германии, в госпитале. Теперь за свои грехи он вместе с Ельциным будет отвечать перед Богом. Ну, у него есть жена Батурина, у него есть дети, очень богатые люди. Это все коррупционеры, бандиты. Конечно же, они использовали методы и схемы выведения денег для того, чтобы особо не пострадать. Но Лужков устроил просто террор в Москве против чеченцев. Чеченцев огромное количество того периода, вот этот начальник ГУВД Куликов, Рушайло, да, тогда министр внутренних дел, вот этот Лужков, эти люди
огромное количество людей, чеченцев, пересажали, подкидывали, ну, по их приказу. Это был просто вал, это не какая-то там отдельная выходка каких-нибудь сотрудников полиции, милиции, тот период была. Это была спланированная государственная акция, это был государственный террор по отношению к чеченцам. Избивались, сажались, были случаи похищения и бесследных исчезновений чеченцев. Огромный срок. Просто чеченцев останавливали, предлагали вот в одну руку героин, в другую руку патрон. Выбирай, что хочешь. Вот так чеченцев сажали. Это может тысячи чеченцев подтвердить, которые в то время проживали в Москве. Ну, просто был террор страшный. Нельзя было высунуть носа из дома. Да-да, и по домам ходили, из дома доставали. И многих незаконно осудили. Вот послушайте, что говорит этот мерзавец. Кстати говоря, его жена миллиардерша, его дети миллионеры, и они живут здесь в Европе. Это так для сведения, для русской оппозиции, у которой они украли миллиарды, и для чеченцев, и правительства Чеченской Республики Ичкерия, и правозащитников, активистов, и других молодых людей, что эти люди, заработав на нашей крови миллиарды, здесь в Европе преспокойно проживают. Например, Батурина, которая имеет деньги вот этого Лужкова. И лично я считаю, что чеченскому народу вот она должна вернуть, ну, по крайней мере, большую часть награбленного. Сейчас, после совещаний Послушайте внимательно. с Министерством внутренних дел, ФСБ, с Генеральной прокуратурой. После совещания с ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД приняли самые жесткие меры по всем гостям Москвы. Гости Москвы — это чеченцы, на минуточку. Больше других гостей в Москве там не трогают. Конечно, кому-то, может, доставалось, но тот террор, который устроили чеченцам, он не сравним ни с чем. Вот стоят, вот сзади его стоит его заместитель, вот это два мерзавца. Вот заместитель тоже, кстати говоря, тоже подпадает под это дело. Обвинить весь народ и устроить террор. То же самое они устроили. Ну, лайт-версию они устроили, намного лайт-версию, когда в 2008 году они начали войну против Грузии. Чрезвычайщины никакой не будет. Не будет. Но особый режим в Москве мы вводим. Это режим, который обеспечивает большую безопасность москвичей. Я имею в виду особый режим по контролю за транспортом, за тем, что ввозится. Особый режим, в частности, на рынках. Особый режим по нашим гостям. Тем временем спасатели продолжают работу. И по последней информации, в развалинах дома номер 6 обнаружены тела 45 погибших. Александр Хабаров, Андрей... Так, Александр Хабаров. Так, давайте... Так, давайте сейчас тогда чуть-чуть давайте закончим эту тему, потому что тема очень интересная. И было бы хорошо ее вот закончить. Я хотел вам показать Лужкова и хотел показать вам вот этого Куликова. Про Куликова далее. Сейчас я вам зачитаю. Николай Куликов был снят с должности сразу же. Как выяснилось, была начата, сказали, что была подготовка проверки всего ГУВД, она была запланирована на август, но была перенесена на конец сентября, и выяснилось, что московское ГУВД занималось крышеванием и сокрытием преступления, так называемое сокрытие, на самом деле крышевание, что тоже, конечно же, имеет место быть, и это ни для кого не секрет. Наркотики, вся преступность и другие там вещи, конечно же, прикрываются МВД и ФСБ, по-другому они существовать не могут, по крайней мере, долго. И ему было предъявлено, что вот Николай Куликов является, не справляется со своими обязательствами, своими обязанностями. И он был уволен. Лужков подключил тяжелую артиллерию, и было подано, Лужков сам подключился, и было подано заявление о незаконности снятия. Ельцин подписал указ вот этого Куликова, снятия с должности. И
назначить начальником ГУВД имели право назначать и снимать, имели право только по согласованию с главой субъекта, в данном случае Москвы. То есть с Лужковым нужно было это все согласовать, но ничего не было согласовано, и Лужков подал в суд, обжаловали это, выиграли этот суд, Куликова должны были восстановить на свою должность, но что-то пошло не так, и его не восстановили. Потом был назначен, пока вот эта служебная тяжба шла, был назначен президентом, русские избрали, да, надо признать, русские его избрали за то, что он будет топить чеченцев в крови. Поэтому я называю русских подавляющее большинство виновных в геноциде чеченцев. Когда Путин стал президентом, он отменил указ, но его не восстановили на эту должность, а перевели на другую должность, дали ему кусочек такого хлеба и сказали: ну ладно, давай, короче, погрызи косточку, песик. Так, давайте я тогда быстро перейду вот к другой новости. Я вам хочу показать Ельцина. Выступление Ельцина. Сейчас, одну минутку. Ну, опять тут то же самое Жданович. Вот. Вот это надо увидеть. И все. И эту тему закрываем, потому что мы уже почти 40 минут потратили. Так, со звуком у нас все нормально, да, я так понимаю? Чтобы не возникало никаких проблем. Скажите, со звуком было все нормально? Если не было, наверное... Так. Вот тут Владимир Рабинович мне пишет по поводу обесчеловечивания, расчеловечивания, да, нас. Вот как раз сейчас Ельцин этим и занимается. Занимались этим все средства массовой информации, но команду они получали от самого верха. И после этого начиналось расчеловечивание и полное уничтожение чеченского народа. Исполняющего обязанности генпрокурора и мэра Москвы, администрации, главы МВД, директора ФСБ. Вот сейчас кто собрались, я вам просто поставлю. Сегодня утром в Кремле прошло специальное совещание в связи с происшедшим в Москве, которое провел президент Ельцин с участием руководителя его администрации, главы МВД, директора ФСБ, первого вице-премьера Николая Аксененко, исполняющего обязанности генпрокурора и мэра Москвы. И вот что сказал Борис Ельцин, открывая это совещание. Сегодня день траура по погибшим в Буйнакске и в Москве. Преступники бросили нам новый злодейский вызов. Террористы пытаются запугать Россию. Вы только что видели, да, перед тем, как вот это Ельцина не включили, как ведущая рассказывала, что там собрались директор ФСБ, МВД, Лужков и так далее. Ельцин. Сидят террористы, взорвавшие, убившие своих собственных женщин и детей. Людей, которых они обязаны защищать. Они обязаны ценой своей жизни. Об этом даже речи нет. Скажите, есть ли у русских, у кого-нибудь полководцы, президенты, которые погибали, сражаясь за свой народ, как у нас, у чеченцев? Нет ни одного президента или главы, который погиб. Нет ни одного руководителя ФСБ, МВД и другого, который погиб. Министра обороны, который погиб. Но есть вот, собрались тут убийцы своих же. Представьте, это невероятно. Невероятно. И все это понимали люди, понимаете? И сейчас понимают. Смотрите, что говорит этот жирный Боров. Народ. Они пытаются деморализовать власть. Деморализовать власть. Террористы пытаются деморализовать. Из-под тишка. Из-под тишка. У власти 2%. Вот у Ельцина поддержки 2%. И террористы пытаются деморализовать. Сидят силовики, взрывают своих же русских, и потом говорят, что это сделали чеченцы. Для того, чтобы деморализовать. Они и так деморализованы. Но никто власть не отпускает, и силовики — это оккупанты. В России вот эти люди при власти — это оккупанты. И никто ничего не сделал.
Никто. Ну, там, за исключением там, единиц. Кстати говоря, хотелось бы зачитать комментарий, который тут сейчас написал «Чеченский след». Сейчас я его найду. Я утверждаю, говорит Чеченский след, гольф-клубы Христенко оплачены чеченской кровью. Ходорковский, Агапов стали олигархами на чеченской крови. Это только верхушка айсберга. Это очень много людей в этом замешано. Поэтому это очень трудно сдвинуть с мертвой точки. Но мы будем двигать, потому что другого выхода нет. Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Как дикие звери. Дикие звери крадутся по ночам, убивают спящих, убивают подкладывают бомбы в густонаселенные районы, да. где много детей и женщин, стариков. Они боятся взять на себя ответственность, скрывая свои имена и лица. Вот так вот. Как звери. Ночью идет полное расчеловечение. Причем это он говорит о себе. Они ночью не называют своих имен, подло убивают своих граждан. И это есть звери. И об этом говорил Путин, что тоже это нечеловеческая, звериная жестокость. Это тоже я вам показывал, и, наверное, сегодня тоже увидите. Но мы уже знаем. Вот сидит Патрушев, как вы видите. Вот сидит глава администрации, забыл его фамилию. Вот сидит еще один, вот Лужков сидит. Вот здесь к краю, вот рука его видна, вот здесь рука видна. Это Патрушев, террорист Патрушев, который сейчас владеет, заработал себе миллиарды, владеет Россельхозбанком. И его сынок-алкоголик тоже является сейчас министром, по-моему, в новом российском незаконном правительстве. В чьей стороне, на чьей совести лежат эти злодейские акты? Имя преступника – терроризм. В соответствии с законом о борьбе с терроризмом я дал указание образовать оперативный штаб под руководством министра внутренних дел Владимира Рушайла. Расследованием терактов также активно занимается ФСБ. В ближайшие часы будут приняты меры по усилению безопасности во всех крупных городах страны, не только Москвы. Ключевое внимание атомным станциям, стратегическим объектам, нефтехранилищам и трубопроводам. Под особый контроль должна быть взята столица. Здесь он говорит атомная электростанция, нефтепроводы и так далее. А через несколько дней, вот буквально после этого второго взрыва в Москве, взрыв в Волгодонске, где недалеко находится атомная электростанция. Это к моменту, что вот связать и испугать Запад, что вот чеченские исламисты, террористы, каратисты взрывают там всех и взорвут какую-нибудь атомную электростанцию и как бы заразят весь мир. И тогда уже европейцы вот испугаются. Вот делается уклон на это. Операция, конечно, была продумана, очень сильно хорошо подготовлена. Конечно же, она провалилась, как обычно. Работали топорно, грубо, но самое печальное в этой истории, что не было ни офицеров русских, ни народа русского, который мог бы потребовать не убивать их. Если они позволили убить таким подлым, звериным способом, подло, из-под тишка своих женщин, 307 женщин, детей и стариков, спящих мирно у себя дома, как говорит сейчас вот этот преступник Ельцин, то, поверьте, если сейчас начнется массовые репрессии в Хабаровске, в Москве, их будут уже по бумагам официально расписано, как когда-то это делал СМЕРШ и другие
НКВДшная организация, представители НКВД, русские промолчат, будут ждать. Знаете, когда массовые расстрелы происходили в Ленинграде, тогда еще в Ленинграде, русские не закрывали двери, потому что боялись, что когда постучат в дверь, она закрыта, могут сказать: а вы что-то скрываете, почему вы закрываете дверь? И был собран узелочек с сухарями, с одеждой, там, с едой какой-нибудь там нехитрым скарбом. И он лежал у двери, что когда тебя забирают, ты всегда был готов взять и выйти. Это рабы, они не способны сопротивляться. И вот этот взрыв подтверждает. И будут эти репрессии, будут, потому что по-другому быть не может. Система закручивается, она идет по спирали. Будет все сильнее и сильнее закручивать вот эти гайки. Потому что будет давление с Запада, давление с мирового сообщества. И некоторых людей внутри России, которые, конечно же, смельчаки, но которые просто погибнут. В аэропортах, на вокзалах, рынках, других людных местах вводится усиленный режим охраны. Милиция и городские власти должны проверить все наиболее уязвимые места, подвалы и чердаки домов, складские помещения, бесхозные объекты. Их еще немало в Москве. Срок на исполнение — сутки. Внимание на реакцию Лужкова. Лужков претендует на власть, там все такое. И как бы в плохих отношениях с Ельциным. Юрий Михайлович, сутки. Ответственно заявляю, все ближайшие действия властей будут осуществляться в строгом соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации. И тут должен Ельцин обязательно добавить, как всегда, в строгом соответствии с законом и Конституцией. Прошу вас сделать все для того, чтобы не допустить паники. Надо успокоить людей и обеспечить их личную безопасность. Путин. Успокаивание людей, опять же, здесь каждое слово можно просто комментировать. Успокаивание людей было просто истерией. Вот приблизительно можно сравнить эту истерию во время захвата Крыма, когда было. Когда украинцы просто об Украине, о фашистах в Украине из всех чайников, просто тостеров, чайников, утюгов доносилось, вот из всего электрических предметов доносилось, что украинцы это фашисты, хунта, незаконная власть и так далее. Ущемляют бедных русских. И вот он тут говорит, никакой истерии. Да там такая истерика была, которая просто невообразимо просто как нагнеталась. Как вот этими мерзавцами, преступниками, так и людьми реально, которые испугались. Приедет, может быть, он мне предложит другую расстановку, но я, Николай Емельянович, старшим за всю эту работу, как первому заместителю председателя правительства, я возлагаю на вас. Вот, теперь мы понимаем, что вот этим делом занимается вот этот Николай Емельянович, по-моему, да, он его называет. По-моему, Христенко, да? Ну, я могу ошибаться. И этот человек, я вас уверяю, абсолютно не последний человек в этом деле. Этот человек очень хорошо посвящен во все. Этот человек также является преступником. Это сходка преступников. Сходка убийц русских.
и потом уже убийц чеченцев. Хотя они доубивали чеченцев. Как вы заметили, на этом совещании не было премьера. Он находился в Окленде, где проходит Международный экономический форум. Президент срочно вызвал Путина в Москву сразу же после известия о взрыве на Каширке. И сейчас Путин уже на пути из Новой Зеландии. Перед отлетом из Окленда Владимир Путин прокомментировал трагическое известие из Москвы. Это преступление, причем преступление гнусное. Гнусное. Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Вот, видите, опять выводить людей расчеловечивание. Вот так нас расчеловечивали. Когда вы расчеловечиваете человека, а потом его кто-то убивает, то тот, кто его убивает, он уже убивает не человека. Да? В его понимании это уже не человек, это не заслуживающий жизни человек. И вот на всех каналах первые лица, сами же организовавшие вот этот террористические акты, вот рассказывают нам, что мы не люди. И вот этот мерзавец стоит и рассказывает. Слушайте дальше. Их даже зверями назвать нельзя. Да, зверями нельзя. Зверями нельзя. Он о себе говорит. Он же говорит о тех, кто взрывал дома, да? Он-то закладывает это как чеченцы. Но реально речь идет... Звери, то бешеные. Бешеные звери. Это вызов уже не государству. Не государству. Это вызов народу. Да, и спрятался Вова сразу за русский народ. Убил русских и спрятался за народ. Давайте теперь всем миром пойдем топить чеченов в крови. И русский народ, прекрасный, добродушный, самый хороший народ на земле, откликнулся и с удовольствием пошел топить чеченский народ, чеченских женщин и детей, переступив через своих женщин, детей, лежащих в крови, убитых вот этими людьми, пошел топить чеченских расчеловеченных женщин и детей. Какой прекрасный народ. Ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. И сверхжестким. Что могут сделать простые люди? Сверхжесткость называется акт геноцида, военные преступления, преступления против человечности и акт агрессии против суверенного, независимого чеченского государства, которое нашло отражение в заявлении, поданном правительством и правозащитной международной ассоциации «Мир и права человека» в 2018 году, 23 февраля, в Международный уголовный суд в Гааге. Нашел свое подтверждение. Вот эти его жестокие, нечеловеческие методы, которые он решил ответить. Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. Нужно внимательно относиться ко всем случаям подобного тому, который сейчас имел место. Сдача в поднаем служебных помещений, жилых помещений. Своевременно сообщать правоохранительным органам. В Москве 30 тысяч домов, они все будут взяты под контроль. Чуть меньше в других крупных городах России. Все тотально должны быть взяты под контроль. Это будет сделано уже сегодня. Но передоверять всю работу чиновникам... Он уже сегодня, он уже возьмет все под тотальный контроль. Я думаю, что будет правильно, если люди сами внимательно будут относиться к тому, что происходит вокруг них. Обязанность государства действовать решительно, энергично, не откладывая ни на секунду. Сейчас у нас на прямой связи наш корреспондент Андрей Румянцев, который находится у дома номер 6 по Каширскому шоссе. В том, что только что в оперативном центре общественных связей ГУВД спасателей, что вам, наверное, известно, я слышал в наших материалах, подозревается тот же самый Лайпанов. Как нам и существует, естественно, что это им помогут с похоронами погибших. Доставляют в 7-ю, 64-ю, 31-ю и 79-ю городские больницы. Первые пострадавшие от взрыва на Каширском шоссе. Всего 5 человек, 3 из них жильцы этого дома, извлеченные из-под обломков. Они поступили в тяжелом состоянии, сейчас все при операции. Ситуация, конечно, своеобразная, что здесь будет преобладание не пострадавших, а преобладание, по-видимому, погибших. Всю информацию о поступлениях и о состоянии здоровья пострадавших можно получить в Я справочной не больнице. буду вам показывать всех вот этих ужасов, больницы, все вот эти тяжелые моменты, но после того, как объявляется террористический акт, объявляется
конкретное направление этого террористического направленность, да, в какую сторону идет. И после этого показывается уже вот картинка больных. Ну, конечно, это, в принципе, это нормально показывать больных и раненых, но это укрепляет мнение, что тех террористов надо наказать. Но террористы-то совсем другие указаны, не настоящие террористы указаны, указан весь народ, который ни в чем не виноват был. Так что вот такие вот дела, друзья. Прошу вырезать вот это видео тоже и разместить у себя на канале «Чеченский след», «Рязанский сахар». Я потом это заберу. На этом на сегодняшнюю эту тему мы закроем и перейдем к вашим вопросам, которые нам очень важны и интересны. Вы тут, я смотрю, очень много уже написали, поэтому мы, конечно, я сразу перейду к концу вашего чата, чтобы всего не искать сразу. Так, чеченский след, Рязанский сахар. Есть список имен и видео жертв очередного геноцида чеченского народа в Новых Алдах. 5 февраля 2000. Читайте в моем посте за 17 июля. Так, это чеченский след, Рязанский сахар вам говорит. Так. Я смотрю вот здесь. Так, Так, Евгений С. у нас появился. Витаю, Евгений. Приветствую, Милан. Но если мы... Тогда кто за ИГИЛ? Так, вы тут, я смотрю, ИГИЛ обсуждаете. Шулдамаг. Ничего, ничто не вечно под луной. Все за все ответят, иншаллах. Да, ответят, конечно. Но если ничего не делать, никто не ответит. Ну, только перед Богом. А нам надо как можно быстрее организовать суд, не дожидаясь встречи с Богом. А на том свете, конечно же, все ответят. И это успокаивает. Это успокаивает нервы, когда ты понимаешь, что эти страшные преступления останутся безнаказанными. Потом ты понимаешь, ну, все-таки, слава Богу, есть Бог, который накажет их. Так. Амзат, ты не один такой. Слава Вильной Ичкерии, Олег Ревин. Героям слава. Так. Типа все хорошо, прекрасная маркиза, сказал Шамиль Басаев. Да, показываете очень тяжелые для... Так. Пойдемте дальше. Машуэль Аслан, Хамзат Гелагай. Дели Салам Машал, ой, Машал. Ой, Маш. Анзоринов, ФСБ взрывает Россию. Не шкодуйте у подобаях. Так. Тум хум сом аль-Багдади. Про ИГИЛ я отвечу. Баракаллаху фикум заранее. Ну давайте вот этих игилоидов нам отсюда, ну, банить пока никого не надо. Может это сарказм был. Но вот эти игилоиды, вот этот бред нам здесь близко не нужен. Понимаете? Имейте в виду. Так. Это мог быть сарказм. Тумхум со аль-Багдади. То. Так. Сурово накажет. Так, давайте я вам тогда покажу одного чувака. Одного чувака вам покажу сейчас. Смотрите. Вот я вам показываю. Смотрите. Абу Хамза Магомед Ибрагимов, отправивший в Грузию на смерть 11 чеченцев, осужден на 7 лет. В 2017 году радио Маршо сообщило, что Абу Хамза в 2017 году уже получил срок. В
Веня Ирзенч Нохчичуна Абу Хамзана Тяешел Келла Хилла Воша Туганцун Набахтадах. Астри прокурор. В Вене был суд и осудили на 7 лет Абу Хамзу. Это сотрудник российских спецслужб, который занимался вербовкой и переправкой чеченцев на войну в Сирию. И в данном случае он отправил 17 чеченцев, как здесь указано, в Грузию в 2012 году, которые были убиты в перестрелке с грузинскими спецслужбами, с грузинскими военнослужащими. 11 человек из них погибло. И вот этот Абу Хамза рассказывал на суде, что он является, вот прям, вот можете, я вам сейчас буду переводить. Абу Хамза Мелхо Осичу. Он говорит, что наоборот я помогал русским и является секретным агентом ФСБ. Он был заслан в чеченские вооруженные формирования для того, чтобы вот он сообщил судьям, что он был заслан в среду чеченских формирований, вооруженных формирований, чеченских разных формирований. Ну, в данном случае, я так смотрю, с религиозным уклоном он это делал. После того, как в 2017 году его арестовали, по-моему, в 2015 или в 2014 году, вот здесь сейчас это не указано, суд длился почти 2 года, но когда его задержали, Россия отправила следующего Абу, и пока он на свободе. Ну, я думаю, этот вопрос тоже дело времени, если, конечно, не сбежит. Так. Далее я хотел вам сообщить новость. Очень важная новость, которую я вам тоже сообщаю. Итак, Россия использовала Deutsche Welle от какого числа? От 15 июля 2020 года автор Сергей Ромашенко сообщает: Россия использовала разведданные США для убийства чеченцев в Европе. Москва получила информацию по чеченским диссидентам в Европе благодаря договоренности об обмене разведданными США. При президенте Трампе поток разведданных из США в Российскую Федерацию усилился, сообщает The Business Insider. Внимание! Россия систематически использовала договоренности об обмене разведданными США для выслеживания и устранения чеченских диссидентов в Европе. Этой практике благоприятствовал тот факт, что при президенте Дональде Трампе Белый дом распорядился активизировать обмен такой информацией с Россией в надежде улучшить с ней отношения, сообщил интернет-портал The Business Insider в среду 15 июля со ссылкой на 3 источника в силовых и разведывательных структурах Европы. На 3 источника. Минутку. По словам собеседников издания, Россия систематически выискивала информацию по диссидентам, бежавшим от отправления руководителя Чечни Рамзана Кадырова. При этом США практически ничего не получала взамен. Представители американской разведки считали договоренность об обмене разведданными с Россией бессмысленной, но тем не менее выполняли ее по распоряжению администрации Трампа. Так. У меня 2 вопроса к администрации Трампа и к американским спецслужбам, которые выдают нас, которые выдают информацию о нас и нас убивают. Во-первых, здесь указано, что практически ничего американцы не получали взамен. А я бы хотел знать, что это значит практически. За малую мзду уже чеченцев отдают, информацию о чеченцев отдают, чтобы русские террористы, которые устроили геноцид, военные преступления и преступления против человечности по отношению к чеченскому народу,
американские спецслужбы, тут не называются какие, их очень много в Америке, по распоряжению Дональда Трампа отдают информацию. Господа, но это соучастие в преступлениях, это соучастие в убийствах нас. Вы сотрудничаете с самой террористической организацией на протяжении уже этих 25 лет. Как так можно нас убивать, я не понял. Выдавать информацию. Я не сомневаюсь, что меня, который вещает, завтра какие-нибудь русские террористы задержат какого-нибудь немца или американца. И я не сомневаюсь, что меня могут обменять на этого американца и выдать России за то, что забрать своего американца или какого-нибудь немца. Меня просто посадят в самолет и отправят в Россию. Я в этом не сомневаюсь. И я считаю, что мы должны, чеченцы, не молчать, а бороться. И не позволять вот таким информациям. Это всего лишь информация из средств массовой информации. Но и Deutsche Welle на русском языке очень много раз была необъективна в подаче своей информации. Я об этом сам неоднократно говорил. Но ссылка идет на Business Insider. И идет Business Insider, говорит, что из 3 источников поступила информация. Я призываю правительство Чеченской Республики Ичкерия, я призываю нашу Международную ассоциацию «Мир и права человека», я призываю всех чеченцев и всех людей доброй воли обратить внимание на этот факт. Это очень важный факт. Как это так? Значит, с русскими террористами заодно получается. Даже если, например, Хангашвили поменял имя. Я вот представляю, вот именно об этой информации идет речь. Хангашвили поменял имя. Когда уже здесь оказался в Германии, получил политический статус беженца и поменял имя. Но американские спецслужбы, видимо, владели этой информацией. Ну, возможно, я ничего пока не утверждаю. Я буду следить за этой ситуацией, и, конечно же, я буду прилагать максимальные усилия для освещения этой ситуации. И я знаю, что мне грозит в случае, если же эти же американские спецслужбы или немецкие спецслужбы или любые другие спецслужбы посчитают нужным меня обменять на какого-нибудь своего большого чиновника. Или же сделать вид, что их это не касается, и решить этот вопрос. Например, Анзор из Вены, Мамихан Умаров, прямо обвинял австрийские власти в бездействии. Мы это тоже будем говорить. И ни в коем случае мы не будем умалчивать такие вещи. Это касается, во-первых, наших жизней и свободы, а во-вторых, это касается всех людей. И в первую очередь касается законности действий. На каком основании вообще сотрудничают с русскими? Это русские террористы. Уже страна признается террористов, уже пытаются как признать, никак не могут признать. Видимо, очень большие финансовые интересы. Господа, отбросьте финансовые интересы. Люди платят своими жизнями за ваши финансовые интересы. Мы бы хотели, чтобы справедливость была для всех, а не для отдельно взятых каких-нибудь там чиновников или миллиардеров, которые считают себя там небожителями. Далее. Одностороннее сотрудничество. Белый дом систематически настаивал на сотрудничестве с Москвой в сфере контртеррористической деятельности, несмотря на практически всеобщую уверенность среди членов разведсообщества о том, что такое сотрудничество будет односторонним и приведет лишь к трате времени и энергии. Цитирует Business Insider слова бывшего чиновника Белого дома Марка Полимерпоулуса. Издание отмечает, что договоренность о сотрудничестве с Россией в сфере обмена разведданными привела к задержанию российскими спецслужбами нескольких человек по подозрению в планировании терактов в Санкт-Петербурге. В то же время источники отмечают, что в целом Россия использует данную информацию лишь в собственных интересах. Ну, фактически здесь все уже, вообще только слепой может этого не видеть. Просто незрячий может не видеть, что Россия просто как угодно, как может, использует
американские, немецкие спецслужбы. У меня большое сомнение насчет, например, непредвзятости некоторых европейских руководителей, европейских спецслужб. Большое сомнение у меня есть. И эта непредвзятость, я думаю, строится не на том, что увидели душевность, человечность в глазах террориста Путина. Она стоит на конкретно подкрепленной материальными средствами. Вот такая не очень хорошая новость, которую я вам обязан сообщить и которую я буду сообщать. Я буду сообщать. И знаете, если мы будем молчать по такому поводу и позволять себя, да, убивать, выдавать России, с нами будут делать. Конечно же, мы должны не переходить рамки дозволенного, то есть рамки закона. Всегда придерживаться презумпции невиновности, ну, кроме, если это не касается террористов из России, которые виновны во всех просто грехах и во всех статьях Уголовного кодекса. Но мы должны об этом говорить. Святых нет, мы это знаем. Мы знаем, что на растерзание просто весь чеченский народ был отдан Америкой и Европой, русским. Это мы тоже знаем. И мы хотели бы, чтобы к нам было соответствующее отношение после этого. Раз сменилась администрация, раз сменились взгляды, раз сменился вектор развития взаимоотношений между Соединенными Штатами и Россией. Мы хотели бы, чтобы к нам повернулись лицом и осознали, что произошло с нами, и признали свои ошибки. Конечно же, мы признаем и свои ошибки. Те преступления, которые граничат на грани военных преступлений с нашей стороны, они тоже имели место, и мы их не будем отрицать. Любые преступления, которые будут нам предъявлены, мы их рассмотрим, и если доказательства будут убедительными, и суд вынесет по них решение, конечно же, мы их признаем. Свободный, независимый суд, не российский, конечно. Мы признаем свои преступления. И нет ни малейшего в этом сомнения. Все, что соответствует закону, мы будем соблюдать. Но также хотелось бы, чтобы и к нам изменилось отношение. Мы не мальчики для битья, хватит. Больше нас бить мы не позволим. По крайней мере, мы будем применять теперь методы, которые приняты во всем мире, ненасильственным, невооруженным путем, юридическим, правовым путем мы будем отстаивать свои права. И не позволим никому торговать нашими жизнями. Конечно же, мы против терроризма, но Зелимхан Хангашвили не был террористом. Я не являюсь террористом. И Зелимхан Хангашвили, и я, мы выступали против и выступаем против терроризма. И до конца своих дней будем выступать против нарушения международного права, против терроризма. Но нам оказывается вот такая вот благодарность от наших же единомышленников. Нет, нас это не устраивает. Мы категорически с этим не согласны и категорически будем препятствовать этому. Кто бы это ни делал. Так. Далее перейдем к хорошей новости, которая ведется сейчас по отношению к России. 5 дней назад Finance.ru сообщил, что США вводят новые санкции против Nord Stream 2. Это тоже 15 июля произошло то же самое действие. Ввели санкции против Nord Stream 2. Но это еще не все. Есть и еще одна хорошая новость, которая также связана с санкциями против путинских террористов. Итак, Госдепартамент 4 часа назад, Радио Свобода об этом сообщает, Госдепартамент США объявил новые санкции против Кадырова и его семейки.
В связи с объявленными сегодня Государственным департаментом США санкциями против Рамзана Кадырова, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала корреспонденту РИА Новости: будет сложно ответить зеркально. Ну что-нибудь придумаем. Это очень хорошая новость. Не могут они ответить зеркально. Ну что же придумать бы? Давайте введем санкции против мэра, губернатора Калифорнии и его семьи. Не будем пускать его в Рязань. В понедельник, 20 июля, Госдепартамент США принял санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, в составе Российской Федерации. Наконец-то Радио Свобода начало говорить нормально. Конечно же, я не согласен и даже с этой формулировкой. Чеченская Республика временно оккупирована, находится в составе России. Но здесь пишут: главы Чеченской Республики в составе России. Российской Федерации. И насчет Федерации я тоже не согласен. Ну ладно, оставим как есть. Но наконец-то я в первый раз увидел и был приятно удивлен. Радио Свобода наконец-то начало хоть как-то подчеркивать, что это Чеченская Республика, которая в составе России, а не та, которая настоящая, которая сейчас временно оккупирована. Это вот в составе России, и это их глава. А то получается какая-то Чеченская Республика, какой-то глава там грозит поставить Америку раком и так далее. Нет, ничего подобного. Поэтому всегда обращайте на это внимание. Но мы должны всегда говорить во временно оккупированной Чеченской. Это гауляйтер, глава гауляйтер Чеченской Республики в составе России. Санкции связаны с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чечне. США располагает достоверными сведениями о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные за последние 10 лет, включая пытки и внесудебные казни. Принятые санкции распространяются на жену Кадырова, Медни Кадырову, и его дочерей Айшат и Карину. США призывают другие страны, разделяющие позицию Госдепартамента, принять подобные меры в отношении Рамзана Кадырова. Ну что, новость, конечно, хорошая. Все понимают, что он оформляет все на своих дочерей, на своих близких родственников, в надежде как бы уйти, спрятать награбленное у чеченского народа. Но посмотрим, что ему получается. Просто единственное, что меня вот удивляет вот этой новости, за десятилетней давности преступления. Десятилетней давности. По-моему, не прошло 10 лет, как Кадыров устраивал скачки, его лошади где-то в Америке, по-моему, где-то были. Это конъюнктура, это политическая конъюнктура. Мы все это прекрасно понимаем, дорогие друзья. Мы это все прекрасно понимаем. И мы реально смотрим на так называемую реал-политик. Что права человека это не всегда на первом месте стоят. Это все мы прекрасно понимаем. Но политика искусства возможного, как говорится. Будем исходить из того, что у нас имеется на сегодняшний день на руках. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. И время наше заканчивается. Осталось 10 минут. И можно будет уже заканчивать наш стрим. Так. Адам Грузинский, я тебя попрошу не спамить. Все время одни и те же вопросы не задавать. Все задают вопросы. И если я на чьи-то вопросы не отвечаю, никто же не спамит. Поэтому соблюдай правила, они для всех. Соблюдай правила, не надо спамить. Если твой вопрос не заметили, то я его обязательно отвечу, если ты мне его пришлешь в личку. Так. Несущий мир. Некоторые здесь хотят, чтобы все досталось академику и Путину, кроме как не для народа. Стремление к шариату это хорошо, но как это добиться по-другому, говорит Марат. Мажда Ибам, шариат это когда нет коррупции, лицемерия или религиозных хайповщиков.
Шариат – это путь, это образ действия. И все. В данном случае образ действия мусульманина. Наша конституция, наши законы не противоречат мусульманству, исламу. Поэтому подмена понятия или противопоставление чеченцев нашей государственности шариатской форме правления, оно ошибочно и оно вредно, ошибочно и, мне кажется, бессмысленно зря это делать. И я поддавался на эти уловки, поэтому мы больше не будем на это поддаваться. Мы все живем по шариату, мы рождаемся по шариату, умираем по шариату. Поэтому все, кто хочет там что-то построить, там наше государство не трогаем, строим в другом месте. Если хотите развиваться и строить в эволюционном смысле, да, то, пожалуйста, свобода религии будет для всех. Так, Хамзат Гила, где Анзора похоронят? Анзора похоронят в Вене или под Веной. В Австрии его похоронят. Кстати говоря, вот на днях, завтра, по-моему, будут похороны. Адам Грузинский. Академик мобилизует свою ахматню, агитируя это по ЧГТРК. К чему это? Причиной мобилизации академик назвал нас, граждан ЧРИ и правительство ЧРИ. Да, это давно известно. Они до него занимаются. У него сперва, это все время это было и будет. Да? Они незаконно захватили власть, предав своих соратников. То, что предали, это же отдельная статья, да, в Уголовном кодексе. Но это то, что они сейчас находятся у власти, это незаконно. Когда они принимали Конституцию, когда они принимали, избирали себе этого Кадырова Ахмада руководителем, президентом, или как он там у них называл, президентом он у них вначале назывался. Наш президент был жив, он находился на территории Чеченской Республики Ичкерия. Мы про взрывы домов только что рассказывали. Все это бред сивой кобылы. Ничего у них нет. Не могут они быть легитимны. Никогда ими не будут. И они это прекрасно знают. Никакой легитимности. Вот эти все миллиарды придется... Кстати, мне скинули видео, по-моему, сегодня или вчера вечером. На этом видео он говорит... Они говорят, они придут, говорят, заберут у вас дома. Они заберут ваших жен. Это неправда, Кадыров. Нам не нужны твои жены, ваши жены. Это вы пытаете наших жен, сестер, женщин, матерей. Никогда мы ваших женщин, детей, никогда не то, что не тронем. Даже мы не говорим об этом, что их тронем. Потому что это нам противно. Мы перестанем быть теми, кем мы являемся. Мы перестанем быть чеченцами в полном смысле этого слова. Это вы, переставшие быть чеченцами и ставшие русскими, можете так себе позволить. Нам не нужны ваши жены. Если там был один Анзор, вы его убили недавно. Анзор Мамихан Умаров, которого убили, который говорил вот эти гадости нехорошие про ваших женщин. Но это никто не поддерживал, никто никогда в здравом уме и памяти, хотя понимали этого человека, что он доведен до отчаяния, вами же, но никто никогда не поддерживает, не может этого поддерживать, ваших жен какой-то. Но по поводу домов, имущества, тут вы извините, да, все, что вы награбили, вам придется вернуть не мне, не Закаеву, в казну чеченского государства. Все вернется в казну, потому что у нас огромное количество убитых, сирот, убитых отцов, чьи дети остались сироты, инвалидов. У нас большое количество ветеранов, которые воевали против русских оккупантов и заслуживают большие пенсии, и нашему государству придется платить это все своим вот этим гражданам, защитникам своей страны, предоставлять им жилье, которую вы у них отобрали, сожгли там или еще что-то вы сделали. Поэтому, конечно же, ваших старых жен никто даже смотреть не будет. За это не надо нагнетать и придумывать сказки. Рамзан, давай по чесноку.
Никто вообще не интересно. Ни старые, ни молодые сейчас скажут еще какую-нибудь гадость. Никогда в жизни ни на ваших детей, ни на ваших жен, ни на ваших родителей никто ничего не будет вообще ваших жен забирать. А имущество надо будет все вернуть. Это я тебе по секрету раскрою. Тайну. Но у тебя есть еще шанс, Рамзан. Ты можешь всегда выйти со мной на связь. Я это никому не скажу, кроме компетентных лиц, к которым ты обратишься. И можно будет для тебя программу защиты свидетелей сделать. Американская программа защиты свидетелей — это твоя единственная надежда, чтобы даже с какими-то наворованными деньгами сохранить жизнь себе, своим родственникам ближайшим, да, своей семье, которой мы тоже гарантируем. Чеченское государство обязано гарантировать, невиновных твоих детей не трогать. Но ты убил много чужих детей, и будет очень сложно контролировать этих людей. Ценой своей жизни люди будут пытаться нанести вред не только тебе, но и твоей семье. Ценой своей жизни люди будут. Я знаю, что будут. Это у тебя единственный шанс обратиться к американцам. Можешь это сделать через меня, я могу тебе оформить как положено. Да, зависло у нас. Не зависло. Завис. Так что, если что, Рамзан, давай, у тебя есть шанс. Так, давайте дальше. Зависает. Зависает. Так, кто слушал полный разговор Мамихана ФСБ Денисенко? Знаете, он ею играл, вытягивал информацию. Вполне возможно. Так, религия для народа, и этим пользуются враги. Алио Гараж говорит такое. Энбалду. Так, фильмы, сериалы. Аслан, это нотка наивности или стёба? И то это. Всегда должен быть шанс у человека. У всех должен быть шанс. Жуликам и ворам не выгоден шариат. Не совсем. Жуликам и ворам не выгоден вообще закон какой-либо. Здесь, например, нет шариата, но здесь, я тебе, Анзор, очень низкий процент коррупции. Очень низкий. Так, пойдемте дальше. Основа власть поменялась, на следующий эфир чалму и халат не забудь. Да. Эдмомеда, напомни, почему Чечня и чеченский народ не участвовали в приватизации. Чеченский народ, привет, Эд, салам. Чеченский народ и Чечения не принимали участие в приватизации, потому что русские начали войну, первую русско-чеченскую войну, отвлекли внимание всего общества, и нам не досталось ничего от того, что полагалось нам по закону от приватизации. И это тоже мы должны будем предъявить. Спасибо, что очередной раз напоминаешь это, о этом важном деле. Так, Хамзат Гилай говорит, шанс вообще я сказать. Да, шансов, конечно, немножко. Арслан, я надеюсь, что понял, кого ты имеешь в виду, компетентные. Да, я надеюсь тоже. Так, чеченский след, Рязанский след, потому что Черей не участвовал в авантюрах России. Джеймс Банана вышел. Воу, тоже хервотин адвокат. Джеймс Банана, ты вылез, я смотрю, тебе понравилось. Наконец-то они нашли повод сказать, что я являюсь адвокатом Кадырова. Они так это хотят пристегнуть вот этот ко мне. И Джеймс Банана вылез. Молодец, Банана. Приветствую тебя. Хорошо, что ты у нас есть, Банана. Банана мама. Русское семейство. Так, быть добру. Политический ислам. Гейдар Джумаль. Так, Хамзат Гилай. Аслан, объясните Дириав вначале, почему тебя долго не было в эфире. Дира, я объяснил, почему не было, потому что я был у своего брата и был очень занят. Не мог проводить эфир. Так, время наше заканчивается. Напоминаю, Немо 77, знание Маршо.
Так, Евгений, Табаха приглашайте, он более детально сможет рассказать о сливе информации про иммигрантов. Я не думаю, что я, конечно, обязательно приглашу Табаха. Не думаю, что, конечно, у него есть более подробная информация о сливе этой информации. Но обязательно мы его пригласим и пообщаемся и на эту тему тоже. И этот вопрос, конечно, про слив этой информации я буду задавать всем американцам и всем, кому только будет возможность задать этот вопрос. Да, Мула. Так что вот так вот. Так, господа. Фриман, антипутинизм. Также политики Европы и США предавали евреев, когда их массово убивали нацисты, как сегодня предают чеченцев, говорит Фриман, антипутинизм. Да, совершенно верно, это тоже имело место быть. Евреев выдавали, евреев на явную смерть отдавали. Не знаю насчет американцев, но в Европе это было. Думаю, возможно, и американцы тоже. На этой ноте, не очень хорошей ноте, не очень приятной ноте, я закончу сегодняшний наш эфир. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Наши права в наших руках. Напоминаю вам, что нужно рассылать обращения к депутатам. Завтра я продолжу рассылать эти обращения и прошу вас присоединяться. Дополнительное видео отдельно, еще мы об этом поговорим, и оно будет. Всего самого хорошего, спокойной ночи, ассаламу алейкум.